Что может заставить поэта бросить вызов самому могущественному правителю Востока? 30 лет труда, предательства и месть, высеченная в веках. В конце X века, когда арабский язык громил персидскую культуру, как варвары, античные храмы, слепой старец Рудаки произнес пророчество: «Наш язык не умрет, пока живет стих». Его ученик Абуль-Касим Фирдоуси взял эту эстафету. Он задумал невозможное. За 3 десятилетия превратить разрозненные мифы Ирана в эпос, который станет щитом нации. 60 тысяч строк, каждая — алмаз, отточенный до блеска. Но за величием Шахнаме скрывалась драма, достойная ее героев. Султан Махмуд Газневи, покоритель Индии, любил роскошь и славу. Услышав о гении Фирдоуси, он пообещал: за каждый стих золотой динар. Поэт верил, его труд оценит потомство, но и царская щедрость не помешает. Когда шедевр был готов, султан прислал серебряные дирхамы. Сумма в 10 раз меньше. Придворные шептались: мастер шиит, а наш повелитель суннит. Его стихи пахнут ересью. Фирдоуси не стал молчать. Он написал 100 строк яда. Царь, чье слово ветер, а душа прах, пусть имя его сгинет во тьме. Сатиру спрятал в рукав и бежал из Газны, как бегут от чумы. Легенда гласит, когда султан прочел сатиру, он дрогнул. «Поистине я поступил как скряга», — воскликнул Махмуд и отправил караван с 60 тысячами золотых в Туц, родной город поэта. Но судьба смеялась над ними обоими. В день, когда верблюды вошли в ворота, Фирдоуси умер. Деньги получила его дочь, и по велению отца отдала их на строительство караван-сарая. «Пусть путники помнят, как султаны обманывают мечтателей», — сказала она. Сатиру Махмуд приказал сжечь, но Шахнаме выжила. Через века ее строки звучали на площадях Тегерана в дни революции, а миниатюры с героями эпоса Рустамом, Сиявушем, Захаком стали символами свободы. В 1934 году шах Ирана, желая заслужить любовь народа, построил мавзолей Фирдоуси. На открытии плакали седые аксакалы. Он победил не мечом, а словом. Сегодня Шахнаме переведена на 50 языков. Ее цитируют президенты и школьники. А рукописи с позолотой хранятся в Лувре и библиотеках Оксфорда. Но главная тайна эпоса не в битвах драконов с богатырями. Она в том, как один человек, обиженный и обманутый, подарил миру историю, где правда и красота побеждают даже смерть. Фирдоуси не получил своего золота, но обрел нечто большее – бессмертие. Ведь пока жива Шахнаме, живет и он, в каждом слове, в каждом сердце, что бьется в такт древним стихам. «Сгори я в пламени, рассыпься в прах, но слово, брошенное в мир, не тронь. Оно переживет и смерть, и страх, как звезды переживают ночь и тень». Дорогие друзья, ценители вечной мудрости и любители персидской поэзии, представьте, будто мы с вами сидим на расшитом узорами топчане под сенью вековых чинар, а в руках у меня старинная рукопись, чьи страницы пахнут шафраном и тайнами. Каждое мое видео – это не просто выпуск, а сундук с сокровищами, который останется с вами навсегда. Пересматривайте его с детьми, делитесь с внуками, обсуждайте за семейным дастарханом. Здесь нет случайных слов, только истории, которые учат видеть красоту в доброте, а силу в мудрости. Почему этот канал как сад Руми? Чистота. Ни единого намека на политику, осуждение или желтые сплетни. Только факты, проверенные временем, как строки Хафиза. Лекарство для души. Мои аудиорассказы – это ширазское вино для ума. Они вернут вас в эпоху, где честь ценилась выше кладов, а слово поэта было крепче стали. Безопасно для самых юных. Ни матов, ни 18+. Лишь истории, которые можно слушать всей семьей, пока тенистый сад за окном шепчет стихи Саади. Знаю, многие из вас пишут в комментариях: это глоток свежего воздуха. Я читаю каждое сообщение, даже если в нем лишь один смайл. Но вот беда. Алгоритмы соцсетей капризны, как ветер в пустыне. Если вы не нажмете волшебную кнопку «Подписаться», новые выпуски могут потеряться в бескрайней ленте. А потом, найдя их случайно, вы решите: это же старое видео. Но нет, это новая жемчужина, которую вы просто не увидели вовремя. Приглашаю вас в мой дом, уютный как дедовский топчан. Нажмите «Подписаться». Вас ждут авторский дизайн, кадры, от которых захочется остановить время. Выпуски, выверенные как часы, никакой спешки, только глубина. Аудиосказки для взрослых и детей, чтобы даже в метро вы дышали воздухом древних городов.
Если верите, что слова могут быть лекарством, а история учителем, давайте пройдем этот путь вместе. А я, как странствующий дервиш, обещаю, в моем котомке лишь свет, знание и благодарность за ваше доверие. С любовью, ваш проводник в мир, где душа важнее золота. Подписывайтесь, чтобы не потерять тропу. Вы знали, что Александр Македонский оставил след не только в истории, но и в горах Таджикистана? Сейчас я вам расскажу удивительную историю, которая связана с одним из самых красивых мест на Земле – озером Искандер-Куль. Это не просто легенда, а настоящая загадка, которая переплетает факты и мифы. Готовы? Тогда усаживайтесь поудобнее, ведь вас ждет путешествие во времени и пространстве. Интересные моменты, которые вас удивят. Озеро Искандер-Куль называют «жемчужиной Памира». Оно находится на высоте 2200 метров над уровнем моря и окружено величественными горами. Легенда гласит, что именно здесь погиб любимый конь Александра Македонского – Буцефал. Это озеро настолько чистое, что в нем отражаются небо и горы, как в зеркале. Местные жители до сих пор верят, что дух Александра Македонского бродит по этим местам. История, которая завораживает. Давайте перенесемся в IV век до нашей эры. Александр Македонский, великий полководец, который покорил полмира, движется со своей армией через горы Центральной Азии. Его путь лежит через земли, которые сегодня мы называем Таджикистаном. Однажды, проходя через ущелье Фанских гор, Александр остановился у живописного озера. Его конь Буцефал, верный спутник во многих битвах, вдруг сорвался с крутого склона и утонул в водах этого озера. Говорят, что Александр был так опечален, что приказал назвать озеро в свою честь Искандер-Куль, что означает «озеро Искандера». Но это еще не все. Местные жители рассказывают, что по ночам над озером можно услышать ржание коня. Это дух Буцефала, который до сих пор ищет своего хозяина. Факты, которые делают эту историю еще интереснее. Александр Македонский действительно проходил через Центральную Азию. Он основал несколько городов, включая Александрию Эсхату, которая сегодня известна как Худжант в Таджикистане. Озеро Искандер-Куль имеет ледниковое происхождение, но его название действительно связано с именем Александра Македонского. Археологи находили в этих местах артефакты, которые подтверждают, что здесь проходили древние торговые пути. Дополнительные детали, которые вас удивят. Фанские горы – это не просто красивое место, а настоящий рай для альпинистов и путешественников. Здесь находятся десятки озер, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Александр Македонский не только оставил след в истории, но и повлиял на культуру и традиции народов Центральной Азии. Его имя до сих пор упоминается в местных легендах и сказаниях. Озеро Искандер-Куль – это не только природная достопримечательность, но и место, где можно почувствовать связь с древними временами. Здесь кажется, что время остановилось, и ты можешь прикоснуться к истории. История озера Искандер-Куль – это не просто легенда. Это напоминание о том, как тесно переплетаются мифы и реальность. Каждый камень, каждое озеро, каждый горный перевал хранит в себе память о великих событиях и людях, которые оставили след в истории. Если вам понравился этот рассказ, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поддержите мой труд. Ведь каждая ваша подписка – это вдохновение для новых историй. А если вы были в Таджикистане или знаете другие легенды, пишите в комментариях. Давайте делиться знаниями. До новых встреч, друзья! Пусть ваши путешествия будут такими же захватывающими, как эта история. И помните, мир полон загадок, которые ждут, чтобы их раскрыли. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы подготовили для вас 100 сложных, но очень интересных вопросов о Таджикистане. Эти вопросы касаются истории, культуры, традиций, природы, экономики и многого другого. Правила простые. Если вы знаете ответ, ставьте видео на паузу и пишите свой ответ в комментариях. Не торопитесь, подумайте, ведь это не только проверка знаний, но и возможность узнать что-то новое. В конце видео мы подведем итоги, и вы сможете понять, насколько хорошо вы разбираетесь в теме. Готовы? Тогда поехали.
И не забывайте ставить лайк, если вам понравится видео, и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Как Таджикистан сохраняет свою древнюю историю в современном мире? Почему таджикский язык считается прямым наследником древнеперсидского? Какие исторические личности Таджикистана вызывают наибольшую гордость? Как таджики относятся к наследию зороастризма? Почему Самарканд и Бухара, исторически связанные с таджиками, сейчас находятся в Узбекистане? Как Таджикистан воспринимает свою роль в Великом Шелковом пути сегодня? Какие древние традиции до сих пор сохраняются в таджикских семьях? Как таджики относятся к персидской культуре и Ирану? Почему Таджикистан не смог сохранить свои древние памятники в таком же состоянии, как соседние страны? Какие легенды и мифы таджикской культуры самые известные? Как Таджикистан справляется с проблемой трудовой миграции? Почему Таджикистан остается одной из самых бедных стран в регионе? Какие шаги предпринимает Таджикистан для развития своей экономики? Почему Таджикистан не может развить свою промышленность? Как Таджикистан планирует использовать свои гидроэнергетические ресурсы? Почему Таджикистан не может привлечь больше иностранных инвестиций? Как таджики относятся к китайским инвестициям в страну? Почему Таджикистан не может развить туризм, несмотря на красивую природу? Как Таджикистан справляется с проблемой безработицы? Почему Таджикистан не может наладить экспорт своих товаров? Почему в Таджикистане высокий уровень трудовой миграции? Как таджики относятся к смешанным бракам с другими национальностями? Почему в Таджикистане сохраняется патриархальная система? Как таджики относятся к правам женщин в обществе? Почему в Таджикистане высокий уровень ранних браков? Как таджики относятся к проблеме домашнего насилия? Почему в Таджикистане мало внимания уделяется психическому здоровью? Как таджики относятся к современным технологиям и интернету? Почему в Таджикистане высокий уровень самоубийств среди молодежи? Как таджики относятся к изменениям в обществе? Почему таджики так сильно ценят гостеприимство? Как таджики относятся к празднованию Навруза? Почему в Таджикистане сохраняются доисламские традиции? Как таджики относятся к своим национальным костюмам? Почему таджики так сильно уважают старших? Как таджики относятся к свадебным традициям? Почему таджики так сильно привязаны к своей земле? Как таджики относятся к своим семейным ценностям? Почему таджики так сильно любят поэзию? Как таджики относятся к своим традиционным танцам и музыке? Почему в Таджикистане низкий уровень образования? Как таджики относятся к изучению русского языка? Почему в Таджикистане мало внимания уделяется науке? Как таджики относятся к образованию за границей? Почему в Таджикистане высокий уровень неграмотности среди женщин? Как таджики относятся к современным методам обучения? Почему в Таджикистане мало университетов мирового уровня? Как таджики относятся к изучению английского языка? Почему в Таджикистане мало внимания уделяется техническим специальностям? Как таджики относятся к онлайн-образованию? Почему Таджикистан называют страной гор? Как таджики относятся к сохранению своей природы? Почему в Таджикистане так много рек и озер? Как таджики относятся к проблеме изменения климата? Почему в Таджикистане так много заповедников? Как таджики относятся к использованию природных ресурсов? Почему в Таджикистане так популярен экотуризм? Как таджики относятся к защите животных? Почему в Таджикистане так много фруктовых садов? Как таджики относятся к проблеме загрязнения окружающей среды? Что значит быть таджиком в современном мире? Как таджики относятся к своей национальной идентичности? Почему таджики так сильно ценят семью и традиции? Как таджики относятся к смерти и загробной жизни? Почему таджики так сильно привязаны к своей земле? Как таджики относятся к понятию счастья? Почему таджики так сильно уважают старших?
Как таджики относятся к изменениям в мире? Почему таджики так сильно ценят гостеприимство? Как таджики относятся к будущему своей страны? Что бы вы изменили в Таджикистане, если бы были президентом? Почему таджики так легко прощают обиды? Как таджики относятся к критике своей страны? Почему таджики так сильно любят поэзию? Как таджики относятся к своим соседям? Почему таджики так сильно привязаны к своим корням? Как таджики относятся к своим ошибкам? Почему таджики так сильно ценят дружбу? Как таджики относятся к своим мечтам? Почему таджики так сильно любят свою культуру? Почему таджики так любят музыку? Как таджики относятся к современному искусству? Почему в Таджикистане так популярны национальные танцы? Как таджики относятся к театру и кино? Почему таджики так любят рукоделие и ремесла? Как таджики относятся к современной литературе? Почему в Таджикистане так много поэтов? Как таджики относятся к архитектуре своих городов? Почему таджики так любят украшать свои дома? Как таджики относятся к своим традиционным музыкальным инструментам? Что таджики считают своим главным достоянием? Как таджики относятся к глобализации? Почему таджики так сильно любят свою природу? Как таджики относятся к своим детям? Почему таджики так сильно ценят образование? Как таджики относятся к своим предкам? Почему таджики так сильно любят музыку? Как таджики относятся к своим традициям? Почему таджики так сильно любят свою страну? Что таджики хотят передать будущим поколениям? Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше видео с 100 вопросами о Таджикистане. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. А теперь давайте подведем итоги. Сколько вопросов вы смогли ответить правильно? Делитесь своими результатами в комментариях. Мне очень интересно узнать, насколько вы хороши в этой теме. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу вас кое о чем спросить. Вы точно подписаны на наш канал? Если нет, то обязательно нажмите на эту кнопку. Впереди еще много крутых выпусков, которые вы точно не захотите пропустить. А еще я оставил закрепленный комментарий под этим видео, где вы найдете ссылку на мой Инстаграм. Там я делюсь интересными историями и просто общаюсь с вами. Заглядывайте, будет здорово увидеть вас там. И последнее. Если у вас есть свои интересные вопросы о Таджикистане или других темах, пишите их в комментариях под этим видео. Лучшие вопросы я отберу для второй части выпуска. Спасибо, что были с нами сегодня, и до встречи в следующем видео. Пока! В 1941 году, когда война ворвалась в жизнь каждой советской семьи, Таджикистан, затерянный в горах и пустынях, стал тихим адом. Бомбы не падали на его землю, но голод и отчаяние выкашивали целые кишлаки. Рабочим выдавали по 800 граммов хлеба в день, но даже эти крохи часто превращались в пыль. В горных селениях дети и старики месяцами жили на урюке, сушеных абрикосах. Их варили в воде, делали липкую пасту, а из косточек мололи муку. Один мешок такой муки обменивали на одеяло или медный кувшин. За мешок настоящей пшеницы отдавали корову, единственную кормилицу семьи. В 1942 году колхозы Кулябской области сдали государству 95% зерна. На человека оставалось меньше 1 килограмма в месяц. Матери размачивали в воде сухие корки, чтобы накормить детей. Те, кто ел траву и коренья, умирали с раздутыми животами. Их хоронили без гробов, заворачивая в старые чапаны. Мальчики и девочки, которым едва исполнилось 10 лет, пахали землю на изможденных быках. Они таскали тяжелые корзины с хлопком, падали в обморок от жары, а просыпались, чтобы снова работать. В 1943 году в Курган-Тюбинской области от голода и тифа умерли почти половина детей. 45%. Их хоронили в общих ямах, потому что некому было копать могилы. В 1943 году
В Гармском регионе женщины с вилами и камнями вышли к складам, где гнило конфискованное зерно. Они кричали: «Наши дети умирают!». Солдаты стреляли в толпу. 5 активисток расстреляли на площади. Их тела не отдали семьям, чтобы не стало могил для плача. В Таджикистан привезли 100 тысяч беженцев, женщин с детьми из блокадного Ленинграда, стариков с Украины. Местные делились последним. В кишлаках гостей селили в свои дома, кормили лепешками из ячменя. Но голод не различал своих и чужих. В Душанбе люди умирали на улицах. Их тела свозили за город и закапывали без имен. В приграничных селах отчаявшиеся родители продавали детей в рабство в Афганистан за мешок муки или овечью шкуру. Девочек в 8 лет отдавали замуж за стариков, чтобы спасти от голода. Муллы читали над больными суры из Корана. Но смерть приходила все чаще. В 1944 году в кишлаке Вахш от тифа вымерла каждая 3-я семья. К концу войны в Таджикистане не досчитались 60 тысяч человек. Целые кишлаки в горах Памира опустели. Только ветер гулял среди развалившихся саманных домов. Поголовье скота, когда-то исчислявшееся миллионами, сократилось втрое. Люди ели кошек и собак, а потом и этих животных не осталось. В 1942 году тиф пришел в кишлаки, как тень. Люди умирали сотнями в день, их тела сжигали, чтобы остановить заразу. В больницах Душанбе не хватало даже йода, раны промывали водой с золой. В регионе Вахш от малярии вымерли целые семьи. Их дома стояли раскрытыми, а на стенах оставались детские рисунки углем. За сбор упавших колосьев на колхозных полях судили как за воровство. В 1943 году в Ленинабадской области расстреляли 7 крестьян. Они набрали по горсти пшеницы для умирающих детей. Их жены получили сроки – 10 лет лагерей за пособничество. К 1944 году в селах не осталось собак, их съели. Затем пришла очередь кошек, ворон, крыс. В кишлаке Шугнан старик зарезал своего коня, единственного помощника в поле. Перед смертью животное плакало, а семья ела его мясо, молча смешивая со слезами. Эвакуированная ленинградка Анна Петрова писала в дневнике: «Сегодня видела, как мальчик лет 5 ел землю. Говорил, что это хлеб из глины. Его сестра умерла вчера, положили в ящик из-под снарядов. Здесь ад, но бежать некуда». Ее записи нашли в 1945 году под кроватью, где лежал ее скелет в платье из мешковины. В окрестностях Душанбе есть поле, где хоронили умерших от голода. Ни крестов, ни табличек, только камни с цифрами. Партия номер 15, 200 трупов. В 1944 году здесь закапывали по 30 человек в день. Земля шевелилась от червей, а воздух пахл сладковатой гнилью. В горах Памира есть село, где к 1945 году остался один старик. Он читал намаз 5 раз в день, обращаясь к ветру. Когда пришли соседи из другого кишлака, нашли его мертвым. В руках он держал Коран и сушеный абрикос, последнюю еду, которую не съел, чтобы не нарушить пост. К 1946 году в Таджикистане осталось меньше половины довоенного поголовья овец. 900 тысяч вместо 2 миллионов. Каждое второе поле лежало в руинах. Ирригационные каналы засыпало песком, а фруктовые сады вырубили на дрова. Когда в мае 1945 года объявили победу, в кишлаке Рагун мать 5 детей бросила в костер портрет Сталина. «Ты забрал их всех», – прошептала она, глядя на фотографии сыновей. Никто не остановил ее, даже партийные активисты молча отвернулись. Каждые 3 из 10 мужчин из Таджикистана не вернулись с фронта. Каждый 5-й ребенок, рожденный в войну, умер до года. Каждое 2-е письмо с фронта начиналось со слов: «Если читаете это, меня уже нет». Война закончилась. Но в таджикских селах до 1950 года хоронили тех, кто умер от ран, голода и безумия. Их могилы без памятников, без цветов, только горький шепот урюковых деревьев. История – это не просто даты и цифры. Это крик матерей, потерявших детей в пустых полях. Это шелест страниц дневников, оборвавшихся на полуслове. Это немые камни безымянных могил. Рассказывая о войне, мы не просто ворошим прошлое, мы держим зеркало перед лицом современности.
Война учит нас, что нормальная жизнь – это роскошь, которую отвоевали те, кто ел землю и хоронил близких без гроба. Их страдания – напоминание. Даже в день, когда рушатся планы и кажется, что мир несправедлив, стоит остановиться. Вдохнуть полной грудью. Прижать к себе детей. Посмотреть на родителей, чьи морщины – карта прожитых лет, а не слез. И сказать спасибо Аллаху, судьбе Вселенной, за то, что у нас есть сегодня. Пусть память о тех, кто выжил ценой нечеловеческих усилий, научит нас ценить несовершенное, но мирное небо. Ведь именно из таких моментов, без войн, голода и страха, и складывается настоящее богатство. Вы знали, что у великих персидских поэтов были дети? Сейчас я расскажу вам удивительную историю о том, кто они, наследники гениев слова, как их звали и как сложились их судьбы. Готовы? Тогда усаживайтесь поудобнее, ведь вас ждет путешествие в прошлое, где поэзия переплетается с судьбами людей. Рудаки – отец персидской поэзии. Начнем с Рудаки, которого называют отцом персидской поэзии. Этот великий поэт, живший в IX-X веках, оставил после себя не только стихи, но и сына. Сколько детей? Один сын. Имя – Мухаммад. Судьба. Мухаммад не стал поэтом, но, говорят, увлекался наукой и философией. Видимо, талант отца проявился в нем по-своему. Фирдоуси. Автор Шахнаме. Фирдоуси, создатель великой поэмы Шахнаме, тоже был семьянином. Сколько детей? Одна дочь. И не сохранилась, но известно, что она вышла замуж за знатного человека из Туса. Судьба. Жила скромно, и о ее жизни мало что известно. Возможно, она гордилась отцом, но сама не стремилась к славе. Омар Хайям. Поэт, математик, философ. Омар Хайям, чьи Рубаи знает весь мир, был человеком науки и искусства. Сколько детей? Ни одного. Почему? Хайям посвятил свою жизнь науке и поэзии, не создав семьи. Его наследие – это его стихи и открытия, которые до сих пор вдохновляют миллионы. Саади, автор Гулистана и Бустана. Саади, мастер слова и мудрец, тоже оставил после себя наследника. Сколько детей? Один сын. Имя – Мухаммад. Судьба. Мухаммад не стал поэтом, но по некоторым данным занимался торговлей. Видимо, коммерция оказалась ближе, чем стихи. Хафиз Ширази. Мастер газели. Хафиз, чьи стихи до сих пор читают наизусть, тоже был отцом. Сколько детей? Один сын. Имя Шах Нуман. Судьба. Шах Нуман не стал известным поэтом, но, говорят, унаследовал любовь отца к философии и мистицизму. Джалаладдин Руми. Основатель суфизма Руми, чьи стихи стали духовным наследием, был не только поэтом, но и отцом. Сколько детей? Два сына. Султан Валад. Старший сын, который стал преемником отца и продолжил его дело. Он тоже писал стихи и проповедовал суфизм. Алауддин Челебе. Младший сын, который не стал поэтом, но поддерживал духовные традиции семьи. Низами Гянджеви, автор Хамсы Низами, создатель Пятирицы, тоже оставил после себя наследника. Сколько детей? Один сын. Имя – Мухаммад. Судьба. Мухаммад не стал известным поэтом, но по некоторым данным занимался наукой. Насир Хосров. Поэт и путешественник. Насир Хосров, чьи стихи и философские труды до сих пор изучают, тоже был отцом. Сколько детей? Один сын. Имя Джафар. Судьба. Джафар не стал поэтом, но, говорят, занимался религиозными науками. Дети великих персидских поэтов, хотя и не всегда достигали славы своих отцов, оставались частью их наследия. Их имена и судьбы – это напоминание о том, что даже гении слова были обычными людьми, у которых были семьи, дети и свои заботы. Если вам понравился этот рассказ, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поддержите мой труд.
Ведь каждая ваша подписка – это вдохновение для новых историй. А если вы знаете другие интересные факты о великих поэтах, пишите в комментариях. Давайте делиться знаниями. До новых встреч, друзья! Пусть ваши путешествия в мир истории и поэзии будут такими же захватывающими, как этот рассказ. И помните, мир полон загадок, которые ждут, чтобы их раскрыли. Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие по загадочным уголкам Таджикистана, где по преданиям и свидетельствам очевидцев обитает таинственное существо – снежный человек, известный местным жителям как Адами Йои. Знаете ли вы, что в горах Таджикистана скрывается множество тайн, связанных с этим мифическим созданием? Давайте вместе раскроем 8 малоизвестных фактов и легенд о снежном человеке в Таджикистане, которые поразят ваше воображение. Ущелье страха. На южных отрогах Гисарского хребта расположено загадочное ущелье, известное как ущелье страха. Местные жители избегают этого места из-за частых аномальных явлений. Здесь наблюдают светящиеся шары, слышат странные голоса и ощущают необъяснимый страх. Именно в этом ущелье неоднократно замечали снежного человека, что делает его центром таинственных событий. Встреча альпинистов с таинственным существом. В 1974 году группа альпинистов под руководством Игоря Тацла остановилась на ночлег в долине реки Сиамы. Утром они обнаружили вокруг палаток огромные следы босых ног и следы зубов на консервных банках. Никто из участников не проснулся во время этих событий, что добавляет загадочности произошедшему. Светящиеся шары в руках Адами Яваи. В 1981 году участники экспедиции, включая психиатра Олега Румянцева, наблюдали существо с огромным силуэтом, держащее в руке светящийся шар. Это явление сопровождалось падением камней и исчезновением существа при появлении людей, что усиливает мистическую ауру вокруг снежного человека. Аномальные явления в присутствии снежного человека. В местах, где наблюдали Адами Яваи, часто происходят необъяснимые явления. Перемещение предметов, телепортация людей и появление светящихся объектов. Эти феномены вызывают споры среди исследователей о природе снежного человека и его возможных способностях. Легенды и предания о Адаме Яваи. Местные жители рассказывают, что снежный человек обладает телепатическими способностями и может общаться с людьми без слов. Считается, что он не агрессивен, но его присутствие вызывает у людей чувство тревоги и страха. Экспедиции Академии наук СССР в поисках снежного человека. В 1958 году Академия наук СССР организовала экспедицию в горы Памира с целью найти доказательства существования снежного человека. Несмотря на усилия, кроме рассказов местных жителей, никаких подтверждений обнаружено не было. Следы и отпечатки Адами Яваи. В 1979 году в Гисарских горах энтузиасты обнаружили след босой ноги длиной 34 см и шириной 16 см, предположительно принадлежащий снежному человеку. Слепок этого следа стал одним из немногих материальных доказательств его возможного существования. Мифы и реальность. Снежный человек в культуре Таджикистана. Несмотря на отсутствие научных доказательств, легенды о Адаме Яваи глубоко укоренились в таджикской культуре. Многие жители горных районов верят в его существование и передают истории о встречах с ним из поколения в поколение, что поддерживает интерес к этой загадочной теме. Дорогие зрители, благодарю вас за то, что отправились со мной в это виртуальное путешествие по таинственным уголкам Таджикистана и узнали больше о легендарном снежном человеке. Если вам понравился наш рассказ, не забудьте поставить лайк и оставить отзыв. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых увлекательных историй. До новых встреч!
Знаете ли вы, что за 3 столетия до черного флага Джона Сильвера в водах Каспийского моря мусульманские пираты создали империю страха, которая перекроила карту Евразии, и что их добычей становились не золотые дублоны, а серебряные дирхамы и судьбы целых народов? Приветствую, друзья! Сегодня мы погрузимся в пучину забытой истории. Туда, где волны Каспия столетиями скрывали тайны исламских корсаров, чьи имена стерли время и политика. Это не просто рассказ о разбойниках. Это сага о войне религий, экологических катастрофах и рождении империй. Пристегнитесь, наш корабль отправляется в 9 век. Каспий – море, которое стало полем битвы. Почему озеро превратилось в ад для купцов? Каспийское море, которое древние персы называли Дарья-е-Хазар, Хазарское море, в раннем Средневековье было главной артерией шелкового пути. Через него везли шелк из Китая в Византию, серебро из арабского халифата в земли викингов, рабов из славянских степей в гаремы Багдада. Но к IX веку здесь столкнулись интересы 3 гигантов. Хазарский каганат, иудеи и тюрки, контролировал устье Волги. Хорезм, мусульмане-персы, владел восточным побережьем. Волжская Булгария, тюрки-мусульмане, серебряные ворота в Европу. Конфликт начался из-за соли. Да, обычной соли. Булгары добывали ее в озерах Поволжья и продавали в Хорезм, но хазары, завидуя прибыли, в 850 году перекрыли торговые пути. Тогда хорезмийский эмир Абдаллах ибн Тахир нанял первых пиратов, людей моря, Бахария. Их задачей было грабить булгарские караваны. Корабли-призраки и их капитаны. Кто эти люди, ставшие тенью Каспия? Пираты Каспия не были бандитами-одиночками. Это были профессиональные наемники, объединенные в кланы. Хазарские черные паруса, тюрки-иудеи, подчинявшиеся Кагану. Их корабли украшали шестиконечные звезды. Хорезмийские красные ястребы, персы-сунниты, фанатично преданные эмиру. На их флагах был символ Хорезма – сокол с мечом. Вольные корсары Дербента – смесь беглых рабов, арабских ренегатов и даже русов. Их девиз – «Нет Бога, кроме Аллаха, а добыча для смелых». Их корабли «Усмании» были шедеврами инженерной мысли. Корпуса из каспийского кипариса, пропитанного рыбьим жиром против червей. Гибридные паруса, шерстяные для скорости, льняные для маневров. Греческий огонь в глиняных горшках – секретное оружие, украденное у Византии. Самый легендарный капитан – Рашид аль-Бахри, прозванный джинном Каспия. В 876 году он на 10 кораблях захватил караван из 300 булгарских судов. Хроники пишут. Он брал добычу без единого удара мечом. Его корабли появлялись из тумана, как призраки. А купцы в ужасе прыгали за борт. Ритуалы, добыча и пиратский кодекс. Чем исламские пираты отличались от карибских? Религия как закон. Перед атакой пираты читали суру Анф-добыча, которая разрешала войну против неверных. Хотя булгары были мусульманами, их объявляли еретиками за союз с хазарами. Добыча делилась по шариату. 5 частей. 1,5 эмиру, как закят. 1,5 на ремонт кораблей, 3,5 команде. Пленные не рабы, а военные трофеи. Их продавали только после 40 дней исправления веры в подземных тюрьмах Дербента. Главная цель – серебро. В IX веке в Европе начался серебряный голод. Арабские дирхамы стали валютой от Парижа до Киева. Один рейд пиратов давал до 10 тысяч монет. Этого хватало, чтобы купить целое селение. Но была и экзотическая добыча. Меха белых медведей с севера, их дарили багдадским халифам. Китайские фейерверки, пираты запускали их ночью, чтобы вызвать панику. Славянские девушки-воительницы, арабский поэт Аль-Мутанабби писал: «Они сражаются, как львицы, и плюют в лицо покупателям». Пиратские крепости и тайные гавани, где прятались короли Каспия. Остров Чистых, Джазира от Аль-Мухаррама. Легендарная база хорезмийцев. Сегодня это часть казахского побережья. Археологи нашли там подземные доки с остатками Усманий, медресе для пиратов, да, они изучали Коран и навигацию. Бухта 3 лучей, убежище вольных корсаров. По преданию, ее защищали 3 скалы, отражавшие солнечные лучи в глаза преследователям. Дербентский лабиринт – сеть пещер с ловушками. Здесь пираты хранили добычу и хоронили капитанов. Надписи на стенах гласят:
Аллах милостив к тем, кто грабит ради справедливости. Самый невероятный артефакт – карта звезды Аль-Сухайль, вырезанная на коже газели. Ее нашли в 2009 году в Дагестане. Карта показывает маршруты пиратов с пометками «Здесь дуют добрые ветра, здесь ждут предатели». Закат корсаров, клинки, предательство и ушедшая вода. Почему исчезла целая цивилизация? Расцвет пиратства пришелся на X век, но к 1200 году о нем забыли. Причины. Монголы. В 1220 году войска Чингисхана сожгли прибрежные города. Пираты пытались договориться, но монгольский полководец Субэдэй приказал утопить их в их же море. Религиозные реформы. Хорезм-шах Ала-ад-Дин Текеш, XII век, объявил пиратство грехом, так как хотел союза с Багдадом. Бывших корсаров казнили как врагов ислама. Экологическая катастрофа. Уровень Каспия упал на 5 метров из-за засухи. Гавани обмелели, корабли сели на мель. Пираты стали рыбаками, а их дети стыдились прошлого. Последний бой джинна Каспия. В 1198 году эскадра хорезмийцев окружила пирата Ахмада Аль-Махдума у острова Агурчинский, Туркменистан. Хроника гласит, он поджег свой корабль и прыгал в пламя, крича: «Рай ждет тех, кто сражается на пути Аллаха». Наследие, которое изменило мир. Почему эти пираты важны даже сегодня? Финансы. Их система векселей для оплаты наемников стала прообразом средневековых банков. Работорговля. Через Каспий прошли сотни тысяч славян, проданных в Азию. Их гены до сих пор в жилах арабов и персов. Климат. Падение уровня Каспия. Предупреждение нам. Глобальное потепление может убить целые цивилизации. Современные находки. В 2020 году в Астрахани нашли кладбище пиратов, скелеты с кривыми саблями и кораническими табличками. Их ДНК показала смесь тюркских, славянских и ближневосточных гаплогрупп. Истинные дети моря. Корабли ушли, но ветер остался. Друзья, эта история не просто боевик о прошлом. Это зеркало нашего мира. Здесь есть и коррупция власти, и религиозный фанатизм, и борьба за ресурсы. Каспийские пираты напоминают, история циклична. Если вы хотите, чтобы мы и дальше раскапывали такие тайны, подпишитесь. Каждый подписчик дает нам силы искать новые истории. Поддержите рублем. Съемки, экспедиции, доступ к архивам требуют средств. Реквизиты в комментариях. Только для тех, кто чувствует сердцем ценность нашей работы. Пишите в комментариях, о каких пиратах рассказать дальше. Может, о сомалийских морских львах или берберских корсарах. Только для тех, кто чувствует сердцем ценность нашей работы. Пусть Аллах наполнит ваши сердца светом мудрости, а наши видео станут для вас мостом между прошлым и будущим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Что, если я скажу вам, что за 2000 лет до Амазона греческих мифов в бескрайних степях Средней Азии уже правили женщины, чьи мечи звенели громче любого мужского клича? Тамирис, царица, которая напоила кровью самого Кира Великого VI век до нашей эры. Представьте пылающий горизонт у берегов реки Аракс. Над степью, где сегодня шум ветра Туркменистана, стоит железный гул тысяч копыт. Тамирис, царица массагетов, в доспехах из кожи и золота, смотрит на персидскую армию, что как саранча заполонила ее землю. Ее народ – вольные кочевники, пьющие молоко кобылиц и спящие под звездами. Но Кир Великий, покоритель Вавилона, решил, что и они станут его рабами. Тамирис знала, в открытой битве не победить. Она заманила персов в ловушку. Когда персы, опьяненные вином из захваченных массагетских шатров, рухнули в кровавый сон, ее воины ударили. Легенда гласит, что Тамирис лично отсекла голову Киру и, опустив ее в бурдюк с человеческой кровью, прошипела: «Ты жаждал крови? Напейся же!» Почему это важно? Ее имя пережило тысячелетия. Геродот записал эту историю, а спустя века ее повторил Макиавелли. Но археологи до сих пор спорят, где могила Кира, и была ли Тамирис реальной царицей или символом непокорности кочевников. Зарина. Золотая царица, которая могла быть мифом, или нет? 5 век до нашей эры.
Где-то в долинах Согдианы, там, где ныне шепчут пески Узбекистана, стоял город Роксанаки, сияющий. Им правила Зарина, чье имя означало «золотая». Греки писали, что она носила плащ из драконовой кожи и объединила сакские племена, разбив войска кочевников-варваров. Однажды, гласит предание, ее предал собственный военачальник. Зарина вызвала его на поединок. Под свист ветра в степи они сошлись на мечах. Она победила, но вместо казни подарила ему коня и сказала: «Умри в седле, как воин, а не в грязи, как предатель». Тайна. Ни одного артефакта с ее именем не найдено, но в сагдийских легендах Зарин – сияние богов. Может, Зарина была не царицей, а воплощением золотого века саков? Женщины-воины саков. Те, чьи кости не лгут. 5-3 века до нашей эры. Казахстан, Курган-Иссык. Археологи вскрывают могилу. Золотые бляхи в форме барсов, меч с рукоятью из нефрита и череп. Ученые замерли. Это женщина. Ее прозвали Алтын-Адам, золотой человек. Рядом еще могилы. Женщины с луками, кинжалами, окинаками, шлемами из бронзы. Одна из них лежала в позе всадницы, ноги согнуты, словно до конца ждет сигнала к атаке. Гиппократ писал: «Скифские женщины ездят верхом, стреляют и держат власть наравне с мужьями». Эти кочевницы не просили равенства, они брали его. Секрет. Возможно, война была для них ритуалом. Их кинжалы украшены звериным стилем, знак связи с духами. Убить врага значит принести жертву вечному синему небу. Бактрийские жрицы, тени древних храмов. 3-2 века до нашей эры. В городе Айханум, у реки Окс, Амударья, жрица поднимает руки к солнцу. На ее шее амулет в форме богини Анахиты. В руках чаша с хаумой, священным напитком. Терракотовые статуэтки, найденные здесь, показывают женщин в колоколообразных платьях, с корзинами плодов. Они благословляли урожай, вели ритуалы жизни и смерти. Но одна находка озадачила ученых. В руинах храма лежал скелет молодой женщины с серебряной диадемой. Была ли она жертвой или добровольно ушла в мир духов, чтобы молиться за свой народ? Танцовщицы Саймал-Этаж. Призраки в камне. 2-е тысячелетие до нашей эры. Высоко в горах Кыргызстана на камнях урочища Саймал-Этаж высечены фигуры. Женщины в длинных одеждах кружатся в танце, их руки взметнулись к небу. Кто они? Жрицы, вызывающие дождь, царицы, отмечающие победу, или просто матери, празднующие рождение детей? Эти петроглифы пережили нашествия, войны и века. Но их танец продолжается, вечный, как само время. Почему ученые спорят, а мы верим? История не каменная скрижаль, а река, где правда и миф переплетаются, как воды Амударии и Сырдарьи. Мы видим лишь осколки, ржавый меч, обломок статуи, тень на скале. Но разве это важно? Тамирис, Зарина, безымянные воительницы, они стали мостами между нами и теми, кто давно исчез в пыли веков. Ученые будут спорить, где доказательства, где надписи. Но вы, зрители, уже решили. Когда вы смотрите на золотые украшения сакской царицы или слушаете свист ветра в стех, вы чувствуете их присутствие. А что, если история — это не то, что было, а то, во что мы верим? Тогда эти женщины живы. В каждом, кто читает о них, в каждом, кто представляет их ярость и силу. И пока мы помним, они не умрут. Так давайте спорить меньше, а мечтать больше. Ведь именно мечты делают прошлое бессмертным. В самом сердце Центральной Азии, где горные хребты Памира и Тяньшаня возвышаются над долинами, раскинулась страна древних традиций и богатой истории – Таджикистан. Здесь, среди заснеженных вершин и плодородных долин, растет дерево, которое стало символом жизни, мудрости и щедрости природы – тутовник или шелковица. Это дерево не просто часть пейзажа, оно вплетено в саму ткань таджикской культуры. Дерево жизни – тутовник. Тутовник или шелковица на таджикском «тут» – это дерево, которое можно встретить почти в каждом уголке Таджикистана. Оно растет в садах, вдоль дорог, на склонах гор и в долинах. Его листья, плоды и даже кора на протяжении веков служили людям. Тутовник – это не просто дерево, это источник жизни. Плоды тутовника сочные, сладкие или кисло-сладкие ягоды, которые бывают белыми, розовыми, красными или почти черными. Их едят свежими, сушат, варят из них варенье, делают сиропы и даже вино. В Таджикистане сушеный тут – это традиционное лакомство, которое хранится всю зиму и напоминает о теплых летних днях. Но тутовник – это не только пища. Его листья – основной корм для шелкопрядов, которые производят шелк.
Шелководство – одна из древнейших отраслей в Таджикистане, и тутовник играет в ней ключевую роль. Без него не было бы знаменитых таджикских шелковых тканей, которые славились на Великом Шелковом пути. Таджикистан – страна, через которую проходили караваны Великого Шелкового пути. Этот древний торговый путь соединял Восток и Запад, а Таджикистан был одним из его ключевых узлов. Города Худжанд, Пенджикент и Старавшан, бывший Уратюбе, были важными центрами торговли, культуры и ремесел. Тутовник был неотъемлемой частью этого пути. Шелк, произведенный в Таджикистане, высоко ценился в Китае, Персии, Византии и даже в Европе. Караваны везли не только ткани, но и сушеные плоды тутовника, которые считались деликатесом и лекарством. В те времена тутовник был символом богатства и процветания. Тутовник в таджикской культуре. В Таджикистане тутовник – это больше, чем дерево. Это часть национальной идентичности. Его образ встречается в фольклоре, поэзии и музыке. Таджикские поэты, такие как Рудаки, Джами и Хафиз, воспевали красоту природы, и тутовник часто упоминался в их стихах как символ жизни и мудрости. Тутовник также играет важную роль в традициях и обрядах. Например, в таджикских селах до сих пор сохранился обычай сажать тутовник при рождении ребенка. Считается, что дерево будет расти вместе с ребенком, защищая его и принося удачу. А когда дерево начинает плодоносить, его ягоды становятся символом изобилия и счастья. С тутовником связано множество легенд. Одна из них рассказывает о том, как дерево стало символом бессмертия. Говорят, что в древности жил мудрый старец, который посадил тутовник и ухаживал за ним всю жизнь. Когда он умер, дерево продолжало плодоносить, а его ягоды дарили людям здоровье и долголетие. С тех пор тутовник считается деревом жизни. Другая легенда связана с шелкопрядом. Согласно преданию, однажды принцесса, отдыхая под тутовником, обнаружила кокон шелкопряда. Она размотала его и создала первую шелковую нить. Так началось шелководство, которое стало важной частью культуры Таджикистана. Сегодня тутовник продолжает играть важную роль в жизни таджиков. Его плоды используются в кулинарии и медицине. Сушеный тут – это не только лакомство, но и источник витаминов, который помогает пережить долгие зимы. Из ягод делают бекмес – густой сироп, который добавляют в чай или используют как натуральный подсластитель. Тутовник также стал символом экологического движения в Таджикистане. В стране, где леса занимают лишь небольшую часть территории, посадка тутовника помогает бороться с эрозией почвы и улучшать экологию. Это дерево неприхотливо, устойчиво к засухе и может расти даже на бедных почвах. Таджикистан – это не только тутовник. Это страна невероятной красоты, где горы фанских хребтов отражаются в кристально чистых озерах, а реки Пяндж и Вахш несут свои воды через плодородные долины. Это страна, где древние крепости и мавзолеи соседствуют с современными городами, а традиции предков бережно сохраняются. Тутовник – это лишь одна из многих нитей, которые связывают прошлое и настоящее Таджикистана. Он напоминает о том, как важно ценить природу, сохранять традиции и делиться мудростью предков. В тени тутовника под шум его листьев рождаются новые истории, которые будут передаваться из поколения в поколение. Тутовник – это не просто дерево, это символ жизни, истории и культуры Таджикистана. Его ягоды, листья и кора на протяжении веков служили людям, а его образ вдохновлял поэтов и художников. Сегодня тутовник продолжает быть частью жизни таджиков, напоминая о том, что природа – это величайший дар, который нужно беречь и уважать. В Таджикистане говорят: «Тот, кто посадил дерево, оставил след вечности». Тутовник – это след, который оставили предки и который мы должны передать будущим поколениям. Задумывались ли вы, как крошечный кусочек ткани может стать мостом между прошлым и будущим?
как в одном узоре умещаются целые вселенные, горные вершины, шелковые пути, голоса предков. Сегодня я раскрою вам тайну, которую столетиями хранят тюбетейки Таджикистана и Узбекистана, символы, способные затмить даже королевские короны. Ассаламу алейкум, родные мои. Приготовьтесь к путешествию сквозь века, где каждая нить – это история, а каждый стежок – судьба. Частица души на макушке. Что скрывает тюбетейка? Токи, таджикская тюбетейка, и дупи, узбекская. Не просто головные уборы. Это книги без слов, где орнаменты говорят громче любых манускриптов. Узбекистан. В Самарканде и Бухаре тюбетейки вышивают золотыми нитями, а в Ферганской долине преобладают геометрические узоры, знаки бесконечности мироздания. Таджикистан. В Хатлоне доминируют красные и зеленые тона, цвета жизни и ислама, а в Памире добавляют бирюзу, камень небес, защищающий от злых духов. Интересный факт. В древности тюбетейки носили даже младенцы. Считалось, что они оберегают род от сглаза. Искусство, рожденное в колыбели цивилизаций. Техника чекан и ироки, Узбекистан. Это не просто вышивка, это молитва руками. Таджикские мастерицы используют 6 видов стежков, а узоры повторяют контуры памирских гор. Узбекские усто-мастера вплетают в дупи символы Заратуштры и арабскую вязь, сохранившуюся со времен Великого Шелкового пути. Секрет. На создание одной тюбетейки уходит до 30 дней. Каждую нить пропитывают воском, чтобы узоры сияли веками. ЮНЕСКО. Битва за вечность. В 2021 году Таджикистан внес чекан в список нематериального наследия. Узбекистан же в 2023 подал заявку на признание дупи. Почему это важно? Таджикская тюбетейка – символ единства. Ее носят и мужчины, и женщины, от горных кишлаков до столичных свадеб. Узбекская дупи – маркер статуса. По узору можно определить, из какого ты города, чем занимаешься, и даже сколько у тебя детей. Но есть и вызовы. Мастеров остаются единицы. Молодежь выбирает фабричные ткани, а древние орнаменты заменяют принтами. Тюбетейка в огне истории. Вы знали, что? В XIX веке бухарские эмиры дарили тюбетейки послам как знак высшего доверия. Во время Второй мировой солдаты-таджики в тюбетейке письма родным, словно обереги от пуль. В 2020 году узбекские активисты создали дупи флешмоб. Тысячи людей вышли в тюбетейках на улице, защищая традиции. Что дальше? Если ЮНЕСКО признает тюбетейки, это станет не победой одной страны, а триумфом человеческой памяти. Представьте, через 100 лет ребенок в Париже или Токио наденет дупи и скажет: «Я знаю, откуда эти звезды на ткани. Они с неба Памира». Дорогие мои, спасибо, что вы слушаете эти строки. Вижу, как ваши глаза загораются, когда я говорю о горных орлах, вышитых на шелке, или о бабушках, чьи пальцы помнят каждый узелок. Если вам близок мой труд, поддержите канал. Даже 10 рублей – это капля, из которой рождается океан. Реквизиты ждут в закрепленном комментарии. И помните, пока на земле есть люди, которые носят тюбетейки, живые те, кто их впервые вышил 1000 лет назад. В конце концов, пусть ваше добро умножится. Вы когда-нибудь задумывались, сколько слез вмещает письмо с фронта? Представьте. Треугольный конверт, запах пороха, дрожащие строки на таджикском. А на обратной стороне пятно. Может, это чай или кровь? Сегодня мы развернем эти письма и узнаем, как 300 тысяч сыновей изменили ход самой страшной войны в истории. Но начнем с имени, которое вы точно не знаете. Ассаламу алейкум, родные. Говорят, война не имеет лица. Но это ложь. У нее 1000 лиц. И сегодня вы увидите их. «300 тысяч теней на снегу. Как кишлаки опустели за один день». 1941 год. Через 2 недели после начала войны в Сталинабад приходит приказ мобилизовать каждого 4-го мужчину от 18 до 50 лет. 16-летний Ахмадбек из Пенджикента прибавил себе 2 года, привязав к ногам камни, чтобы казаться выше на медкомиссии. Его письмо матери: «Не плачь, я вернусь с орденом, как отец-пастух, который принес тебе волка».
Через месяц он погибнет в Ржевской мясорубке. Даже не успев получить винтовку, шел в бой с гранатой и ножом. А в это время 70 тысяч женщин Таджикистана впервые сняли паранджу, чтобы заменить мужчин на хлопковых полях. Но это только начало. Знаете, что страшнее пуль? Цифры. 90 тысяч таджикистанцев не вернулись домой. 22 тысячи пропали без вести. Их имена сегодня выбиты на мемориале в Душанбе, но как часто туда приходят потомки. Хлопок, свинец и слезы. Чем на самом деле кормили тыл. Дети в рваных рубахах тащат вагонетки с рудой в полутемной шахте. 1942 год. Немцы рвутся к Сталинграду, а в Таджикистане начинается голод. Но каждое утро 300 тысяч детей выходят на поля и в шахты. Почему? Потому что хлопок – это не ткань, это порох. 500 тысяч тонн, столько собрали за войну. Из 1 килограмма хлопка делали 300 метров бинтов или 5 патронов. А еще был свинец. В шахтах Карамазара добывали 2000 тонн руды в год. 15-летний Файзула из Куляба спускался под землю на 12 часов, чтобы за смену наполнить 3 вагонетки. Через год он ослеп от мышьяковых испарений, но успел выковать снаряды для целой артбатареи. Его имя не найдете в учебниках. Зато нашли в архиве, в списках трудовых потерь. И да, кровь. 15 тысяч литров, столько сдали доноры Таджикистана. Доктор Ибрагимова из Ленинабада зашивала раны в полевом госпитале под Сталинградом, используя вместо ниток конский волос. А после войны ее наградят медалью за трудовую доблесть. Справедливо? Спросите у тех, кого она спасла. Герои, которых стерли из истории. От Днепра до Рейхстага 1943 год. Битва за Днепр. Нимат Карабаев, сын памирского охотника, первым бросается в ледяную воду. Его крик за Памир тонет в грохоте пулеметов. Через час его рота захватит плацдарм, а он получит звезду героя. Но через полгода его разорвет мина в Карпатах. А вот история, которую скрывали. Исмоил Хамзалиев из Гарма повторил подвиг Матросова, закрыв амбразуру дзота под Кёнигсбергом. Но в наградном листе написали «погиб в рукопашной схватке». Почему? Потому что официальных героев таджиков должно было быть ровно 8, остальных в тень. Но самый удар по стереотипам – Матлюба Алиева. Девушка из кишлака под Хорогом продала свадебное платье, чтобы купить танк. Ее Т-34 Матлюба Джон дошел до Берлина, а экипаж расписался на Рейхстаге. От Памира до фашизма один выстрел. Но в кинохронике ее лицо заретушировали, слишком восточное для пропаганды. Письма, которые жгут руки. Что писали матери, умирая. Это письмо нашел сапер в разрушенном блиндаже под Берлином. «Дорогая мама, сегодня убил фашиста. Он был молод, как мой брат. Мне снится тушь для ресниц, которую я обещал тебе привезти. Если не вернусь, купи ее на мои деньги». Автор Зеба Хасанова, санитарка. Она вынесла с поля боя 67 раненых, но погибла, накрыв собой ребенка во время бомбежки госпиталя. А вот строки из дневника Хаджимирза Мирзоева снайпера. Убил 17-го. Его письма на немецком были с фотографией девочки. Может, он тоже хотел вернуться? Аллах, прости меня. Этот дневник не покажут в музеях, слишком неудобно. И последнее письмо. Ассаламу алейкум, отец. Мы взяли Берлин. Сегодня видел, как русский, грузин и таджик вместе повесили флаг над Рейхстагом. Теперь я вернусь и научу сына стрелять только в волков. Автор Хайдар Касимов. Он погиб через 3 дня до победы. Их джанат там, где жива память моря. Эти люди не просили памятников. Нимат мечтал вернуться к своим якам в горах. Зеба хотела впервые накрасить ресницы. Файзула мечтал увидеть море. Но вместо этого они подарили нам мир. Когда вы едите сладости в Уразу-Байрам, когда целуете детей перед школой или смотрите на вершины Таджикистана, помните, что это их дар. Они не статистика, а те, чьи души до сих пор шепчут «не забывайте». Если вам нравится мой контент и цените мое творчество, поддержите канал финансово и, конечно, кто сколько сможет по возможности. Реквизиты в комментариях. Но самая большая награда – это ваши комментарии, я вижу благодарность. Мир вам и пусть Всевышний хранит память, которая сильнее смерти.